времени просто исчезнут. Я скажу, мне это неинтересно. То есть вы, прежде чем свой продукт предложить, проект, свой способ, каким-то образом со мной, мои интересы, меня как заказчика. А каким способом? Интервью вы собираетесь провести, анкетирование, да, смотря что. Вот понимаете, тогда постепенно проект превращается в настоящее исследование. Верно? Ну, здесь, например, можно в этом направлении двигаться. А то, что вы сейчас будете делать, у вас для этого какие компетенции, что вы уже умеете, чем вы владеете, какие ресурсы у вас есть, что вы уже знаете, можете. Или ресурсы у меня есть, может быть, вы будете готовы использовать. Кто вам помогает, когда выяснится, что... Или что вам помогает, когда выяснится, что нет ни ресурсов, ни видов деятельности, ничего не знаю, ничего не умею. Вообще нужна экспертная помощь. Где вы будете искать? Кого вы будете искать? Поэтапные выводы, наверное. Совершенно верно, да. Фактически сейчас нужно дорожную карту составить по этапам. Сначала что нужно сделать? Не сразу бросаться за выполнение, а давайте здесь, а давайте там. 4 часа уйдет только на то, что я хочу здесь. А почему? А зачем? А кому это надо? А какое это обоснование? Да? А какой ресурс? То есть без учета всей этой карты способ не будет найден командный. Все будут что делать? Свое видение, свое понимание, непонятно еще из-за чего и почему, пытаться продвинуть. И обязательно просчитать риски. Да? Что вкладывается и что получается. Да. А то школьники такие уникальные проекты придумали и даже деньги рассчитали. А вопрос, где деньги на эти смету рассчитали. Да. Ну что ж, начнем двигаться для того, чтобы по этой карте упрощать.